Хатырску аюсша. Эхахала свою тихамо проблема энергетика и отхалу. Операнзик хакшранаха анаха. Я алету бриза тагуа зашях прохагахаз. Уже эха хайсвага. Аризник агузем хайсвающий агузем. Мы на эту тему говорили неоднократно. Мы на эту тему говорили в формате руководители подчиненные. Мы на эту тему говорили в формате друг с другом и так далее. Но результаты неутешительные пока. Поэтому разговор продолжим. Сегодня, скорее всего, будут сделаны определенные оценочные выводы. Хотел бы ваше внимание обратить на следующее. Мы оцениваем в данном случае вашу работу, а не в полном объеме вашу личность. Все вы хорошие люди, прекрасные семьянины, отличные друзья. Но у нас есть дело, за которое мы должны нести ответственность. В связи с этим просил бы это иметь в виду. В последнее время работу в этом ключе проводила Служба государственной безопасности. Более месяца тому назад им дано было поручение. Они накапливали материал, и кое-что реализовано. Кто будет информировать? Прошу. Служба государственной безопасности Республики Абхазия с привлечением сотрудников Государственного комитета по стандартам потребительскому и техническому надзору Республики Абхазия 4.07.2021 года проводились мероприятия, направленные на выявление майнингового оборудования, незаконно подключенного к энергосистеме Республики Абхазия в целях добычи криптовалюты. С указанного периода выявлены и демонтированы 2400 аппаратов. В частности, Гальский район, село Алакумхара, 668 единиц, село Аберкит, 43 единицы. Село Алакумхара также был обнаружен так называемый криптоотель для установки большого количества оборудования. На момент проверки было обнаружено и изъято 7 единиц. В городе Гал совместно с органом внутренних дел по Галскому району в частном домовладении было обнаружено и изъято 42 аппарата. Село Ряб совместно с ОВД по внутренних дел по Галскому району сотрудниками СГБ были также изъяты 40 аппаратов. Город Хварчал. Территория бывшей так называемой пилорамы. Обнаружена майнинговая ферма, где было установлено 331 аппарат. Территория бывшего склада Министерства обороны Республики Абхазия. Обнаружена майнинговая ферма, в которой было установлено 311 аппаратов. Гагерский район, город Пицунда, бывшая ракетная часть. Обнаружена майнинговая ферма, в которой было установлено 327 аппаратов. В селе Аллахадзе совместно с УВД по Гагерскому району на территории СФТИ «Касатка», арендуемое помещение, также было обнаружено 245 аппаратов. Гудаутский район, село Дурипш, 60 единиц, село Бармаш, 11 единиц, село Хипста, 50 единиц, село Лыхны, 50 единиц, город Сухум, территория ООО «Хлебзавод» по улице 4 марта, было обнаружено 27 аппаратов. Сухумский район, территория мелькомбината, 94 единицы. На территории бывшего кирпичного завода 26 единиц. И в настоящее время сейчас также проводится мероприятие по демонтажу в селе Шицквара 25 единиц. Ачимчирский район, село Тамыш, 98 аппаратов. В настоящее время эти аппараты вывезены уже на территорию Российской Федерации по просьбе владельца. Село Пакаш, 25 аппаратов. По имеющейся оперативной информации, в Гальском районе, в селе Алакумхара, где были обнаружены большое количество майнинговых аппаратов, есть информация, что питание поступало от линии, которая идет на территорию Грузии. В настоящее время с привлечением специалистов данная информация проверяется, о результатах будет доложено.
Далее. По имеющейся у нас оперативной информации наблюдается тенденция использования майнингового оборудования в частном секторе, в частных домовладениях, что создает дополнительные нагрузки на сети и подстанции. Доклад закончен. Демонтировано и выявлено демонтировано 2450 аппаратов, из них уже на складах 1816. Если разрешите еще, Аслан Георгиевич, считаем целесообразным рассмотреть вопрос, разрешить владельцам, у которых были демонтированы, изъяты это оборудование, дать возможность вывести на территорию Российской Федерации для возможной там реализации и так далее. Пусть вывозят те, кто могут это сделать. Значит, работу по выявлению продолжить, судебных решений не ждать. Все, что вы выявляете, изымать и складировать. Неважно, как вы успеете эти документы оформить. Как успеете, так и успеете. Это пока единственный механизм, который будет в этом вопросе нам помогать. А по вывозу мы уже сказали. У меня вопрос к главе Гальского района. Константин Эдуардович, поясните ситуацию. Мы тут неоднократно говорили на эту тему. По этой ферме, в котором 600, значит, аппаратов было, вы 17 числа прислали материал. А ну расскажите историю. Все, что сказал заместитель председателя службы госбезопасности, все верно, именно так. Вот эти 600 аппаратов, которые были в селе Алакумхара, это те, которые были ранее изъяты в селе Хумушкур. Я не знаю, тут кто-то есть, кто подтвердит, но я потом подтвержу. Это те, которые мы закрывали, были обнаружены где-то полгода назад, месяцев 8 месяцев назад, которые были обнаружены, которые хозяева забрали. Теперь они же установили вот в этом селе Хумушкур. Они установили 13 мая. Мы ездили туда, в частности, был начальник милиции Когони Лоренцо Рауфович. Мы прослеживали на стадии строительства специального ангара. Вот ангар строился, мы уже прослеживали. Мы видели, что его строится. Это было доложено к нам в оперативный штаб. Мы ездили, смотрели. Шло пока строительство. Это в мае месяце. 7 числа, когда выезжал начальник милиции, уже работало 118 машинок. 7 июня. Я выехал следом на месте, произвел фото-видеофиксации. Действительно было так, вот за 15 дней. И развернулся, и поехал по линии, и встречался с руководителем Имгургеса Мибони Ливан Гулливеровичем. Так как информация будет проверяться еще службой госбезопасности, но я был у него там в кабинете, и мы говорили, да, вот на вашей линии, которая для нужд Нургеса, которая обеспечивает работу туннеля, подключены вот эти вот майнинг-фермы. Это высоковольтная линия, на которой специалистов у нашего РЭСа Черноморэнерго Гальского специалистов нету. Пожалуйста, отключите основной кабель. От трансформатора мы их отцепили. Мне он обещал, что он отключит, и вы этот разговор тоже знаете. Позже они его отключили. И вот при вот этой операции, которую проводила служба госбезопасности, они уже работали, и до 600 штук уже было включено. Кто давал разрешение опять подключить высоковольтную линию, вот в этом нужно разбираться. Вот такая ситуация. Это по поводу верхнего. А по поводу двух в частных домах, 42 и 40 штук, это было буквально неделю, тоже по оперативной информации. Службы поехали, было у одного, у него цех ореховый стоит у человека, вот пока ореха нет, он взял, подключил свои 40 аппаратов, тоже были, у него уже были изъяты. Вот такая ситуация. Имеют они отношение к нам или нет? За счет абхазских объемов вот эта вот ферма была запитана или нет? На этот вопрос я должен получить ответ, для того, чтобы определить меру ответственности руководителей на местах. Михаил Юрьевич, что-нибудь можете по этому поводу пояснить? Там частично питается населенный пункт, потому что мы отсюда подать не можем. Но самое главное, когда работы в туннеле, они еще не завершены, они сверху там еще что-то делают. И он мне сказал, во-первых, он отреагировал, обещал отреагировать, где там подключились. И как только работы будут завершены полностью, он вообще эту линию отрубит.
Работу будем продолжать, чего бы она ни стоила, какой бы саботаж ни был. Если даже это будет стоить того, что придется поменять всех, без исключения руководителей, сидящих в этой аудитории, в этом зале. Мой настрой будет такой. Можете не верить дальше. Каждый из вас, если он хочет, может продолжать свою игру. Поживем, увидим, чья возьмет. Так, дальше переходим к Творческому району. Объясните мне, Михаил Ильич, 600 штук, 2 фермы по 300. Начальник РЭС это не видел? У меня вопрос к вам, Михаил Валерьевич. Если в Гальском районе мы выясняем пока, откуда эта электроэнергия, наша или грузинская, мы это контролируем или нет, там большой вопрос. В течение недели ответ получим. Под Кварчели вопросов, наверное, нет. Это наш объем энергии, так, да? 600 аппаратов. Начальник РЭС это видел или не видел? Должен был это увидеть или нет? Как фамилия начальника РЭС? Должен был увидеть. Это его епархия, правильно? Это его долг, так или не так? В Кварчели он за это отвечает. До вас, Михаил Ильич, мы обязательно дойдем. Нам не нужно с одного на другого перекладывать. Каждый пусть за свое отвечает. У каждого свое хозяйство, если пусть за это хозяйство он отвечает. Начальник РЭС обязан был знать? Так, не знает. Или делает вид, что не знает. Я правильно понимаю? В отношении него принять меры. Освободить от занимаемой должности, и чтобы к энергетике никогда никакого отношения в ближайшее время не имел, пока я здесь работаю. Освободить. Прокурор, служба госбезопасности, тщательно посмотреть, чем он там занимался. При обнаружении малейших признаков состава преступления арестовать и посадить. Миша, здесь оценочное суждение в конечном итоге высказываю я. У тебя есть возможность до того, как до этого разговора с ним поработать, освободить, проконтролировать. Спасибо за понимание. Садись. Глава администрации Ачимчирского района. Беслан. Картина, просто ребята не успели поработать должным образом в районе. Там только в Тамыше, в моем селе 100 штук. Я специально попросил поехать в Тамыш, село, которое меня всегда и во всем поддерживает. Но каждый из вас будет разделять ответственность. Вы все будете плохими, а я в последнюю очередь стану плохим. Я вас заставлю всех стать плохими в этом вопросе. Значит, главы администрации районов и городов, примите решение по каждому главе сел. Снимите, объявите строгий выговор, сами примите решение. Результатов не будет, решение я приму очень быстро. В числе тех, у кого аппараты выявлены, оказались по предварительным пока данным представители органов власти, такие факты тоже есть. Надо в этом разобраться очень обстоятельно и от таких людей избавиться. Александр Золотинскович, Алхас Алексеевич, со среды до пятницы в районах проведем совещание по этому вопросу. До конца недели определить степень виновности каждого из руководителей и подготовить в мой адрес предложения, как мы их будем наказывать. Хотите снимать? Давайте будем снимать. К пятнице жду предложения. Вместе организуйте работу. Персонально выясните, что происходит. Служба вам поможет. Прокурорские тоже помогут. И по каждому из руководителей материал, чтобы у меня лежал на столе. Уже готовы, я только буду подписывать. Всю остальную работу проведете вы. Я по этому вопросу не считаю нужным больше говорить. Кагра, Гудаута, Пицунда, Афон. Работа будет продолжена. Такие факты, где будут выявлены, вот наперед просил бы запомнить всех руководителей. В тот же день принимать решение об освобождении. Маломальски крупная ферма в районе, где будут выявлены завтрашнего дня, глава района уходит с работы. Сам добровольно пишет и уходит. Глава города уходит с работы. Нервы не треплет нам. Лично пишет заявление и уходит. Мы не можем решить простую задачу элементарную. За всех должны работать чекисты, и милиционеры, и прокуроры. Так зачем вы здесь нужны все остальные?
Еще один склад подготовьте в ближайшее время. Этого добра будет много еще. Хотя бы с 2 часов ночи или как-то отключать интернет, и все, и майнинги не могут работать. В связи с той работой, которая проводится по противодействию незаконной добыче криптовалют. Кто будет в дисциплинарном плане наказан? В рамках, значит, Черноморэнерго, кто из руководителей будет освобожден от занимаемых должностей из РЭСов? Чтобы это тоже было понимание. Министр внутренних дел, тщательно посмотрите, кто из ваших подчиненных давал правильную информацию из начальников райотделов, вовремя реагировал и кто не реагировал. То же самое по линии прокурорской, то же самое по линии службы госбезопасности. К концу недели пакет решений, связанных с определением мер ответственности, ко мне на стол положить в 17:00 в пятницу. Председатель СКБ, министр внутренних дел, генеральный прокурор своим подчиненным информацию по вертикали докладывать прежде всего. Есть вертикаль власти. Местные органы управления – это местные органы управления. Центральные органы государственного управления, центральные органы госуправления. Информация, чтобы сюда стекалась. В том числе о том, что делается на местах, в отношении руководителей в том числе. Следующий вопрос. Связал людей, сейчас прорабатывается автомобиль, реанимобиль Volkswagen Crafter, дизельный с категории С для нужд ковида. Ну вот сегодня я вот отдал всю спецификацию, люди занимаются, согласовывают. Связался по вашему поручению с теми людьми, которым вы сказали. Вот буквально час назад последняя информация, связал их напрямую. Ну, сейчас вот один автомобиль большой, реанимобиль, ну и в последующем, если позволить, там еще несколько автомобилей линейных нам необходимо для города. Да. Поступают больные тяжелые. Вот. Врачи в режиме перегруза работают. Просто хотел бы попросить всех и сказать, что вот, допустим, когда мы выезжаем с Гудауты, у нас вот еду и вижу, что люди масок не носят, скапливаются. Как-то, наверное, пожестче усилить меры, наверное, попросил бы. Повсеместно ввести строгий масочный режим со взиманием штрафов с владельцев предприятий за несоблюдение режима. Может работу объектов общественного питания ограничить обслуживанием на открытых верандах, едой на вынос, а также услугой службы доставки. Ограничить работу рынка, сократив количество продавцов, регулируя скученность людей через выдачу разрешения на торговлю. Ну и просто в каждом предприятии обязать и в магазины, чтобы люди в масках заходили, чтобы дистанцию социальную соблюдали. Ну, наши граждане, вот я постоянно обращаюсь, не знаю, или они не слышат, но ситуация очень сложная в плане роста ковида. Кто-то хотел бы высказаться? Спрашивали о объемах принятых решений по административным платежам, да, которые были начислены. Я вот информирую на сегодняшний день. Судами были приняты решения в виде административных штрафов на сумму 2 560 000 рублей. Это я говорю к сведению, наверное, прежде всего тех лиц, которые должны дальше уже работать, вероятнее всего судебные приставы. В бюджетную систему поступило 231 000 рублей. 27 физических лиц, 6 юридических лиц были привлечены к административной ответственности. Сумма, я сказал, 2,6 миллионов, 231 000 поступило. Вот сегодня такой показатель. Несколько слов хотел бы в отношении системы по ковиду, как обеспечивается. Слава Георгиевич, мы наблюдаем, вот и председателю правительства постоянная информация ежедневно доводится. Мы наблюдаем рост, разумеется, расходов с учетом обстоятельств. Если мы в прошлом году 260 миллионов с учетом капитальных расходов потратили, которые тоже немалый объем занимал, то
В текущем году в основном такие текущие расходы уже 181 миллион потрачен на эти цели. Вот, ну, там часть расходов, конечно, связана, больше процент связан с приобретением расходных материалов, медикаментов. Вот, поэтому здесь, конечно, повнимательнее к этому надо относиться. Все ресурсы задействованы, и резервный фонд президента, и все программы Министерства здравоохранения, такой уровень освоения, я коротко докладываю, 88% по году. Такого вообще в принципе не было никогда ни по одной любой программе, какая бы она ни была. Вот. Сегодня обеспечивается, но возможно есть риск, что этого тоже не хватит. Вот мы приобрели там 388 упаковок Артелегии, там 19 миллионов рублей. Знаем, что они дорогостоящие, раз переключились на такие препараты. Вот в таком режиме обеспечивается. Есть достаточно солидная задолженность и по оплате за медикаменты перед российскими поставщиками и за оказанные медицинские услуги нашим гражданам. Кстати, хотел бы проинформировать всех, вот, масштабные средства, в том числе, пошли на оказание помощи адресной. Александр Георгиевич, 12 июля, 1 января, 12 июля, 1832 человека получили адресную материальную помощь. Объем 132 миллиона 200. Это не ковид. Это вот решения, которые принимаются адресно, из которых материальная помощь, обучение, лечение. Использованы все источники. Система здравоохранения работает по обучению, по лечению. Ваш резервный фонд очень масштабно, активно вы оказываете поддержку. Вот такая ситуация сегодня. На мероприятие по коронавирусу было предусмотрено в текущем году 50 миллионов рублей. Ну, бюджетные средства, прямая программа была, такая адресная, целевая. Нам пришлось сегодня перебросить из программ Минздрава, осуществить срочную переброску и с опережением дать еще 20 миллионов на медикаменты, чтобы как-то поддержать систему. Я это говорю не с точки зрения того, что там риски большие, опасности. Это вот то, чем мы вот каждый день живем, поэтому мобилизация всех имеющихся ресурсов в стране тоже является приоритетным, и в данном случае административные платежи тоже не исключение. Вот, я коротко хотел об этом сказать. Информация о бюджете, она еженедельно, как и администрация президента давала поручение, предоставляется. Вот, показатели свидетельствуют о таком стабильном темпе роста, собственных, я имею в виду, доходов исключительно. Но вот они все позволяют нам пока вот держать такую систему. Надеюсь, что так будет и дальше, но с учетом того, что нас ждут такие масштабные расходы по ликвидации последствий стихийных бедствий, ну и других аналогичных мероприятий, упор сделан прежде всего, конечно, на здравоохранение. Нам может средств не хватить, поэтому и Минфин целиком, и районы на местах, Минфин сейчас осуществляет, вернее, продолжает эту политику сокращения расходов. Так полагаю, чтобы мы к ней, наверное, и будем и дальше прибегать, если вы не возражаете. Если есть хоть какая-то лазейка, хоть какой-то повод, чтобы об этом говорить, мы готовы, я готов говорить с кем угодно, потому что речь идет о деньгах, речь идет о жизни и здоровье наших граждан. Если можно, давайте попробуем. На вашей стороне мяч, подготовьте предложение или снимите вопрос с повестки дня вообще. 50 миллионов мы уже имеем для столицы. Это в основном многоквартирные дома. Администрация города Сухума самостоятельно уже провела большой объем работы по ущербу, который был нанесен частному сектору, в частности. Осталось, Абхазстрой работает всю неделю, и субботу, и воскресенье. Дорабатываются материалы по многоквартирным домам, по высотным домам. Суммарно это примерно 9 тысяч квадратных метров. Вместе с пострадавшими детскими садами, школами, лечебными учреждениями это примерно 15 тысяч квадратных метров. Мы исходим из этого. Материал пришел с Гуйрипского района.
Это примерно 1800 квадратных метров пострадал частный сектор. Кацикытская школа. В основном остальные вопросы они решают самостоятельно. Сегодня привезли материалы из Гудаутского района. Там в целом около 70 частных домов. 2 из них сгорело полностью. Эти материалы нами будут перепроверяться в течение 3-4 дней. Ждем материалы из Ачамчирского района. Картина достаточно сложная. Она усугубляется тем, что во многих местах ветер приподнимал кровли больших домов и опускал обратно. И фактически крыша оказалась не сорванная, но она вся пострадала. Это прибавляет дополнительный объем работы. Сложно, конечно, с домами, которые сгорели, там ущерб очень большой. Отдельные главы районов предлагают следующее: выделить начальные суммы для того, чтобы они могли нашим гражданам сделать первичную поддержку с тем, чтобы они самостоятельно проделали какой-то объем работы. Вот на сегодняшний день картина такая. Остальные районы, я имею в виду, прежде всего, Гагрский район, Тхварчальский район, Гальский район, там стихия обошла стороной. В Новом Афоне такого ущерба нет, там было много поваленных деревьев. Эту работу мы продолжаем, и речь идет о том, с каких средств сегодня Минфин сможет выделить начальные суммы денег для компенсации. Следующий вопрос. Что необходимо сделать для того, чтобы минимизировать количество таких фактов? Что мы должны сделать? Если вы позволите, я хотел бы доложить ситуацию. Мы завершили работу, ГИМС завершил работу по водным объектам по Республике Абхазия на 12.07. Из 17 зарегистрированных пляжей по Республике Абхазия в 5 готовы к безопасности отдыхов граждан. Это вот пляж ООО «Черное море», город Сухум, пляж «Золотое руно», село Тамыш, пляж Айтар, город Сухум, пляж Пицунда и Дельмер, Сухум. То есть в этих пляжах есть все возможное, все необходимое. То есть спасатели, вышка, плавсредства. То есть они, все требования, которые предъявляет ГИМС, они выполнены. Вот. Частично готовы 7 пляжей, пляж в Сухуми, Аксель-Сия, название, пляж в Агудзерах, пляж в Ачимчирском районе, пляж ООО «Жемчужина», пляж города Гагры. Они частично, то есть дно моря проверено, буйки у них есть, нету плавсредств и вышек для того, чтобы наблюдать, заплывают ли далеко те, которые отдыхают. Есть определенные ограничения, но их-то вот эти некоторые моменты отсутствуют. В городе Сухум пляжные работы проведены, буйки куплены, но они еще не установлены. Я думаю, мы ведем с Бесланом Федоровичем переговоры. Думаю, что в ближайшее время мы это закроем. Вообще ничего не сделано, не готовый. Это пляж в Сухуми ООО «Агугра», пляж в Гудаутах, пляж Новый Афон, пляж санатория МВО «Корпус Приз» в Сухуми и гостевой дом Гудаут, Апсилия. До конца недели вы их обяжете, чтобы они приобрели необходимое имущество. То, что положено, там лодка должна быть, спасательный круг и человек. В случае невыполнения даете им срок разумный, там неделю может быть, расторгнуть договор аренды. Как мы можем на них еще повлиять? Какие механизмы есть? Беслан Федорович, какие еще есть механизмы? Чтобы
повлиять на этих людей. Городской пляж, вот как в нашем случае, центральный пляж, мы там немножко с опозданием нам поставку осуществили, Буйков, но нижняя часть Грузила, там она недопоставлена, на днях привезут, установят. Ну, вот прям сказать, что кто-то пляж занимает в виде аренды, чтобы через эти отношения произвести некие, значит, воздействия, я таких прецедентов не знаю, честно говоря. Дмитрий Сергеевич, случай был в Новом районе, стрельба была. Ранили человека по фамилии Аршба. Он от боли орал. Это было слышно в центре города. Вы это знаете? Да, вам показать видео, где он орет? Человек, который нанес пулевое ранение, в настоящее время где находится? Под домашним арестом. Где он работает? Кем он работает? Но этот человек работал где-то, когда-то, кем-то. Он совершил преступление, был нами задержан. В Кварацхеле, да. Сейчас нигде под домашним арестом. До этого я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Почему он до сих пор работает, не уволен с должности главы села? А? Сейчас свидетельские показания переписывают. Там будет написано о том, что тот сам себя выстрелил, это пришел ему помог, и они будут ходатайствовать, чтобы его поощрили. В нашем суде будет принято такое решение. К этому все идет. Вы пока не принимайте решение по этому парню. Оставьте все как есть, если хотите. Для меня будет еще один повод по вас принять решение, уважаемые коллеги мои. Глава администрации президента Алхас Алексеевич, задача до пятницы все выяснить и принять меры вместе с главой правительства.